Друзья, всем доброго утра. Прозвенел будильник на 4:30. Сходил на речку, посмотрел. Идет снег, где-то примерно -1. Так, по ощущениям, к термометру не подходил. В общем, друзья, готовим завтрак. Завтрак у нас сегодня, можно так сказать, без особых кулинарных таких изысков. Две помидорины. Накалил сковородку, 2 помидорины растительного масла. Сосисочки 4 штуки. 4 еще оставим на другой раз. Это у нас пережаривается. Так, занеси, пожалуйста, это. Съемка идет. Яйца. В ведре тоже есть десяток, если что. Как мы видим, голоса опять у меня нет. Горло все опять заложило. Санек тоже, говорит, закашлял. Насморк, заложила нос. В общем, болеем душой и телом. Это сразу лопнуло. Сюда? Я говорю, в первую очередь именно в виду. Что, пожарилось? Нет? Надо, чтобы прожарилось здесь сначала надо. Потом уже это. В общем, что у нас сегодня по плану? Въезжаем на речку. Попробуем добыть уток, если получится. Получится хорошо. Но потом все как обычно. Проверяем наши холодильники. Смотрим удочки. Если будет утка, Серега попробует взять отпуск за свой счет. И завтра будем уже втроем. А хрена лысого. Завтра вы так и так вдвоем будете. Я-то поеду все равно на денек. А почему? Утрянку-то успеем, да? Сегодня 20 у нас, да? Да. 20 завтра у супруги день рождения, так что в обед не надо уж быть там. Утро будет, то Серега завтра с утра уже тут как будет. Потом, если вдвоем можем остаться. Да. Я представляю, до 22 утра ночка пойдет, а я там буду. Прилети, друг волшебник, в голубом вертолете. Не, ну ты же, получается, 21 не пропустишь? 21 нет, а 22 не знаю, я к утру успею, не успею. Ну да, после голубого вертолетчика и к вечеру, если приедешь, это хорошо. Как Серега говорит, 22 у тебя выходной. Я говорю, почему он так решил? Знаешь, ковид не спит. Правильно такая погода, блин, с утра пораньше. Такая с утра пораньше, уже неделю такая погода, блин, дождь, ветер, слякоть. На реке вообще простываешь на раз-два, блин. Вчера опять попали под этот снег с дождем. Не успеваем остановиться. И даже всесильный рыбацкий не помогает. Так, все. Так, ладно. Нажариваться нам некогда. Так. Теперь вот это делаем вот так вот. Раскидываем по бокам. И разбиваем сюда яички. Яички невелички. Это яйца. Это яйца. Куриные яйца. Яйца. Куриные яйца. Что, яички знаю где? Не знаю. Не знаю, да? Спрятались от мороза. Так.
Все очень быстро. И поверьте, друзья, все очень вкусно. Дома бы такую белиберду я, наверное, не ел. Хотя иногда хочется, бывает. Такое блюдо только едим на природе. А солить? А где у нас силь? Да там где-то здесь. На улице, да, наверное? Не, там он на столе спал. Она целая пачка, а на улице открытая здесь в углу была. Сахар. А вот он, вот вроде бы. Да. Карты вчера не играли. Время долго не тянули, перекусили и сразу баю-баюшки-баю. Посолить. Проперчить. Ну и практически готово. И еще раз все это перемешать. Вот такой вот у нас получился гоголь-моголь. Может быть, немного красоты. Не такое уж красивое блюдо получилось. Но от этого ничего не меняется. Главное, оно вкусно, полезно, сытно. Пицца. Ой. По утрам сейчас это вообще такой кашель будет. Мокрота шметками будет летать, блин. Так, надо колеса не забыть принять. Я тоже. Тоже на колеса перешел. А так от кашля вытянул с утра сразу, чтобы потом не мучиться целый день. Ох. Так, это у нас еще осталось. Ведро надо, чтобы течение покрывало. Все, завтрак практически готов. Чай из шиповника, яйца, колбаса, помидоры, хлебушка. И на полдня мы сыты. Что, выходил на берег, утки не слышно? Значит, еще рано. Иначе еще в Воркуте тепло. Утка до последнего, пока нет льда, пасется в тундре, все-таки нравится ей там жить. Она там жила бы вечно, если бы не морозы, если бы не снег, лед. Все-таки как человек любит свою родину, так и утка. Где она родилась, там живет до последнего. Пока ее морозами, снегом не выжмет, да, она перелетит в южные края, как в отпуск. Поживет там, побалдеет нашу длинную северную зиму, чтобы весной опять приехать сюда, прилететь, переехать. Зеленый, может, сейчас скажут, типа, изверги, убийцы. Это же не все просто так. Это же не просто так все придумано. Бог создал человека для чего? Для того, чтобы он жил. А дичь, рыбу, зверя, это он создал для пропитания. Человек же должен чем-то питаться. Я так считаю. Это сейчас все в магазинах есть. Это сейчас все в магазинах есть, раньше же нет. Да, а сейчас пытаются накормить человека химией. Вот и появляется вся эта зараза. Раки, срака, ковиды, блин, слов не хватает. Если бы, о, речку уже видно. Ладно, некогда долго болтать, по-быстрому все это закидываем. Я и да, скоро будет видно на выстрел. Выезжаем вверх по течению и сплавляемся. Утка налетает, бам-бам, мимо. Бам-бам,
в точку. Надеюсь, все будет в точку. Все. Поехали. Ну что, друзья, погода дрянь. Настроение тоже дрянь. В общем, поднялись, плавились, поднялись, плавились, ни одной утки. Только что недавно пролетело 4 хохлатые черники в небесах. Шмальнул на атаку уже метров, наверное, 80, может даже больше. 3 раза шмальнул, думаю, в надежде, может, зацепит кого. Нифига, улетели, это вся утка. 4 утки за все утро. Такое ощущение, что вся утка уже улетела, но это обманчиво, это не так. Утка еще на севере, просто нет попутного ветра. Дует вот так вот со снегом южак, южный ветер. Утка, скорее всего, ждет северного ветра. Ну, коли уж так, хоть половим налима. Вот поднялись до наших продольников, до верхних, и начинаем проверку наших продольников. Нету утки, будем рыбачить. Насажено было мальками, возможно, будут язи. Вот и он язь. Там что-то есть еще. Так, ведерочка давай. Вот он, первый язечек. И там тоже похоже что-то на язя, наверное. Что-то есть. Ага, язь вроде бы. Или налимчик небольшой. И очень много мальков пошибали. Мелкий налим. Камеру на бутылку подавай, потом камеру. Да, нормально. Третий продольник. И мы наконец-то увидели стайку уток черной. Штук 6, да, было? 8. Опа, опа. Там налим, походу. Дай, готов, дай, приготовь. Там, походу, налим и не маленький. Вот он, видишь? Опа, ушел. Нет. Нет. Вот так. Второй там идет, походу. Не-не-не, не идет второй. Не идет? Не, показалось. Вот, друзья. Есть налимчик. А вон второй. Все-таки он есть. Есть красавчик. Четвертый. Сегодня первый. Общий счет 4. Походу еще на маленький крючочек попал, бля. Но. Да? А нет, нормальный. Хороший, нормальный крюк, только за губу. Ниже его. Еле-еле. Нет, за зубы нормально, в принципе. Если бы маленький крючок, мог бы сломать просто. Когда за зубы, он хорошо ломает, когда крутится. Кончик. Ауч. Вытащить ведь надо. Говори. У меня так не получилось. Так. Вот Янскадан. За двушечку точно есть. 2,5 может быть. Так, что у нас с этим живцом? Заглотил. Блин, и крючок слабенький, да? Или как? Или что? Или пусть болтается? Пусть болтается. Если я вытащу этот крюк, он все равно подохнет. А так есть шанс, что налим заглотит его. Крючок проткнет ему пузо. И он в глотке будет. Так что все нормально, друзья. Рыбалка, хоть на налимах, хоть рыбалка идет. Потихонечку. Так, ну-ка на, сачок, Саша. Все. Уже хорошо. Серега звонит. Он. Узнает, что да как дела. Тоже Рядом с нами катается. на работе. Хочется, но не может. Все узнает, если, говорит, утка пойдет, придется отпуск брать за свой счет. Да, я подниму, пока болтаешь. Но сегодня-то не должны, по идее. Что, мы сейчас уже 10 минут 8 мы уже тут пятерки поднимаем. Что тут осталось? Потом еще 3 засетки. Ну, да. О, зацеп. Больше нечего.
Зацеп. Нету, друзья, пусто. 4-й пустой. Видел я это Налимчик маленький вот. этим. Живец. Вот и маленький. 5-й. Узелок, если сможешь, Саш, развяжи с веревки. Там вот этот. Веревка, чтобы длиннее было. Так, что, походу 5-й у нас тоже пустой. Ну, попытайся. Ну, участок уже не пустой, один налим есть, и то хорошо. Нифига, коту масляница. Ну, нас без масла, нас котов не оставляет. Матушка Печора кормит налимами. Налимов 20-то за сезон уже, наверное, накормила, если не больше. Опа! Ты волшебник, Саня? 5-й пошел. 6-й, то есть, да. Так, цепочка. Что у нас на камушках? Нам для полной коллекции не хватает еще хариуса хорошего. Езя одного поймали, окуня одного поймали, щуку одну поймали, сига даже поймали одного. Налим есть. А нету у нас хариуса. И здесь ничего нет. Так. Крайний продольник. О, этот груз мне нравится. Он уже неплохо кормил налимами. Но сегодня вроде пусто. Сегодня вроде пусто. Поговорили с ребятами. На них все-таки одна стайка уток налетала. Одна единственная морская чернить. Такой утки еще здесь не было. По крайней мере, в этом сезоне я еще не видел. Значит, какая-то ж движуха пошла. Что, будем ждать. Тем временем мы закончили проверку верхних продольников. В улове у нас пока один язь и один налим. Ну, хоть снега нет пока. Все, наживляем, отпускаем, едем к нижним продольникам. Так, у нас с лесу налетела стая гусей. Крутанулась раз 10, наверное, над этими кустами. И куда-то дальше не полетели. Мне кажется, они сели за этими кустами прямо на песок. Ты здесь будешь, да? Тоже пойдешь? Сейчас посмотрим. Может быть, получится что-нибудь подкрасться. Вообще-то гуси очень осторожные. Ну, а вдруг? У меня первый ствол картечь, потом 4-й номер. Санек говорит, он 2 0 поставил. Смотрим. Кажется, вот туда они, туда, Сань, сели.
Здоровенная стая. Штук, наверное, 70. Вон они. Далеко тут было, метров 200. Даже с картечи не стал пытаться, потому что это бесполезно. Попробую, может крутануться, налетят, хотя навряд ли. Вон они там аж сидели возле леса. Сели все-таки. Они крутанулись было над болотом там. Вернулись. Сели сюда. Хитрые, к ним вообще не подойти. Вот они сели вот здесь на луже. Единственный шанс был, если бы только где-то с лесу. А на таком расстоянии все открыто, все просматривается. Я бы все равно не подошел. Но если подошел бы до этих кустов, шанс картечи только с опережением. Ну ладно. Значит, не наши гусики. Так. Ничего не вышло у нас с гусями. Продолжаем проверку продольников. Два продольничка здесь на новом участке. Вчера нам нижний, да, был с налимом? Ничего тут не было. На втором ведь был налим? А? Нет, вчера-то нет. Был же. Нет же. А, вчера нет? Это Серега? Вчера по темноте там мы вытащили. А, ну да. Это Серега у нас был здесь. Это когда мы домой ехали. Да. Точно. Даже ёршики он есть. Живой ёрш, и никто его не хочет. Ладно. Может, на втором что есть? А то. Ну, что на втором? Этот продольник одного налима ловил нам. Только одного. Так. Что сегодня? Что-то не понял. Натяжка, что ли? Что-то похожее. Есть, что-то дергает. Дай сачок. А, это язь. Не, налим. Небольшой, но... Да? Там второй еще есть, вон. Один ушел. Блять, цепился. Чуть-чуть с очком не успел. Сука. Блять, не дергайся ты, подожди. Вот второй. Может он и есть. Не-не-не. А там крючков не было, да? Там. Вон, видишь, он закрутил. Это он и есть. Думаешь? Да. А, верхний закрутил. Да. Это он и есть. Мне показалось, тут крупнее был. Он на два крючка взял. А, тут на два крючка. Вот этот на лимон. А может еще на третий был. Ну он первый раз он сошел. Мне кажется, крупнее был налим. Так там крючков свободных не было. Ты достал с окунем. И все, больше крючков не было пустых. А хрен его знает. Ну, один маленький, на килограммчик где-то, наверное. Ведро открою. На два крючка, смотрите, он. Вот это обжор. На два крючка. Съел одного, съел другого. И оба до глотки. Он, аппетит есть. Аппетит есть у налима. И кусает. Еще мой палец хочет съесть. Отдай. Отдай мой палец. Вон, все уже покусаны. Видишь, пальцы? И офигею. Нет, тот был покрупнее, мне кажется, два налима было. Тот белый был, а этот черный. Я его чуть-чуть не успел сокануть. Он вот туда уплыл, потому что. Я видел, как он плыл даже. Раз крючок. Вон, смотри, какой здоровый крючок. Вон. Офигеть. Офигеть. Вот это аппетитус. Два крючок. Он решил всю рыбу с продольника съесть, блин. Тихо, тихо, тихо. Ты нам нужен живой. Не дергайся. А того, видишь, убили. Отсосали у него. Отсосали его. Блин, крючки здоровые.
Даже не поворачивается. Ай. В пасти даже не могу развернуть крюк. Вот так вот. Ай. Ты, наверное, не знаю, выживешь, не выживешь. Если ты умрешь, так и знай, мы тебя съедим сегодня. Все, готово. Вот такой вот килограммовик. Ну, и то хорошо. А тот ушел, тот побольше был. 2 налима на 1 продольник. Янскаден. Блин, у нас воры появились, блядь, друзья. Сейчас веревку перегрызет и это. Вон, кто-то пытался утащить налима. И у второго налима погрызана морда. Вот тебе и на тебе, надо было глубже, наверное, да, туда? А если норка бесполезна? Все равно съест, да? Ух ты! Вот так вот. Я хлопотаю. Нифига себе. Она будет наказана, если я ее найду. Она и рыбу могла нашу эту съесть, слышишь? О, смотрите. Ее-то, видишь, не было. Этого вот вытащила налима. Пыталась вот когтями утащить, не смогла. Самого здорового, прикинь, хотела вытащить. Нет, эту рыбу не тронула. Это тоже мертвый уже. Не на месте. В прошлый раз все жили, да, долго, считай. И счастливо. А этого вон почикала. Вон, голову съела. Вот зараза. Еще бы чуть-чуть. И живой, смотри. Прикинь, без головы, без глаза, живой налим. Это, знаешь что? Это может быть, значит, может не норка, может какая-то птица, вот, чайка ли. Потому что у норки бы следы были бы повсюду. А кто? А налима могло волной выкинуть? А нет. Вижу присутствие вон. А? Следы норки вон есть. Норка, да? Да. А этого здорового как она могла вытащить, блин? Не хватает. Норка же здесь жила, вот, видишь, она поднималась здесь. Да. А и от нас, походу, нет. А что-то... А нет, это старые, наверное. Потому что по снегу-то нету. Так, если что, у нас же здесь рыба есть. Она целая, я тебе сказал. Все целое, да? Щука, налимчики, именно вот этих коцала. 3 налимов, блин. Это не, это, наверное, птица, наверное, скотина такая. Что делать будем с налимами? Придется чистить, сдохли, да. Чистить и посолить, что ли? Ну, а что поделаешь? Не, можно и не садить, им ничего не будет, прохладно на улице. У нас просто... Главное, 2 сдохли, которые здоровые, а которого голову съели, а он живой еще, блин, без головы. Ну, воришка, блин. Итак, Все-таки, мне кажется, это не норка. Если бы норка, вон. тут бы следов было полно свежих. Ну, вот этот еще утром живой был. Вот, жабры красные, может он еще живой, нет? Кто-то его туда пытался утащить. Видишь, вон, норка, вон следы. Да? Да, все исхожено. Этот тоже живой. А вот этот, интересно, живой, но без глаз. И вот это, но живой, прикинь. Думаю, вон, видишь, живой, плавает. Маленький, без глаз, без мозгов, а плавает. 1, 2, 3 и 4, 5. Блин, что делать-то с рыбой-то? Я же говорю, надо было в барабан их, блин. Надо было? Все, отпускаем барабан обратно, привязываем и кидаем их туда. До завтра не испортится же, наверное. Не знаю. Или вот этих дохлых лучше почистить, до ведро положить, да? Так и сделаем. О, ворон. Может, вот этот ворон? Так, ну что, пообедали, перекусили, погода устаканилась, снег на песке растаял, на траве еще лежит. Решили больше не испытывать судьбу. 2 налима, которые покрупнее вот лежат
уже умерли. Мы их сейчас разделаем. А живых спрячем вот такой вот садочек. Вот такой вот садочек. Это барабан от вертикальной стиральной машины. Привозил я сюда его в качестве садка для живцов. Но пока есть налимы, мы лучше будем прятать их сюда, потому что не знаю, кто неизвестный или зверек, или птица, я так и не поняли. Следы норки тоже есть, но возможно это ворон. Вот покоцали одного налима. Кстати, он до сих пор живой, без глаз, без головы, но живой. И заодно кинем вот свежих сегодняшних 2 налимов тоже сюда. Так, вот наш сегодняшний улов. Пока. Это вот такой вот налимчик на килограмм. Где-то с копейками. И вот такой вот хорошенький дружочек. Тихо. Полезай в кузовочек. Да. Вот как-то вот так. А мертвых сюда уже нет смысла кидать. И все это хозяйство сейчас закинем. Того не будешь пока живой? Не кинешь его? Того? Ну, живой. Не знаю даже. Безголовый. Тоже не будешь спать? Этих? Да. Ну закинем пока, наверное, чтобы птицы не ели дальше. Естественно, а этот-то нужен нам. Ну да. Вот такой вот у нас появился садочек. Сейчас мы отсюда все это хозяйство уберем. Кошку возьмем с собой. Кошка это вот называется вот этот крюк. Вчера порвали один продольник. Попробуем сегодня его найти, если получится. Да, нет. Налимчиком надо будет сегодня, наверное, почистить вот эти. Пока их сюда. Че мы сразу, была ведь такая мысля, блин, да? Я не знаю, что ты. Вон, смотрите, что с ним сделали. Вон, живой налим, глаз нету, мозги на месте. Но он живой. Я представляю, как ему больно, да? Наверное. Так и интересно, кто это поклевал его. Или ворон, или не ворон. Но он уже точно не жилец. Не знаю, бензин-то был, нет заправлять. А кто движет для кому? Да я смотрю, да, почувствовал, как бы немного. Полбака есть? Не-а. Тогда надо, наверное, ниже по течению едем. Во. Вниз по течению едем, вдруг утка будет, вдруг что. Просто с собой возьмем, да? Ну да. Этот еще живой вроде. Смотри. А этот? Ну что-то непонятно. Или нет? Нет. Я. Вот. Полный садочек. Стал у нас налимов. А что, неплохо? Отличный вариант. Для сохранения рыбы. Живцов, не живцов. Всегда хотел такой. О, он даже плавает сначала, сейчас пока не утонет. А? Сам утонет, сейчас наберет. Ульк. Все. Накинь на палку. Ой, не денется, воды он так тонну весит. Никуда не денется от любви. Все готово. Блин, что только не придумаешь, а? Ладно, поехали, посмотрим у нас вот. Здесь участок, там участок. Друзья, поймал потерянный вчера продольник на кошку.
Вчера мы порвали груз, так как он был засыпан. Он. И там что, налимчик? Гальян? Гальян. Налима вчера не было. Но сейчас-то можно уже это. Сейчас можно просто поднять его и перевязать на тот груз и все, да? Нет, ну порвется вначале хотя бы. А сколько можно, возможно. Нашли. С помощью кошки нашли потерянный продольник. Так что, друзья, мы ничего не потеряли. Тихо-тихо, не упади только. Может, даже и груз вытащишь, получится, нет? А может подъехать на моторе? Хотя бы еще пару крючков. Там еще кто-то и дергает маленький налимчик. Перевязывайся, перетаривайся. Главный крючок мне это не порви. Кто-то еще и дергает там, блин. Не упади только, Саш. Засыпан, да? Еще крючок вижу, наверное. Да ладно, порвет. Сколько достанем, только достанем. Ничего страшного. Руку не порежь. Там налимчик, что ли, маленький дергает. Все, переехал уже или стоим на месте? Тихо, тихо, тихо. Ни хрена себе продольник, да? Тихо, тихо, тихо. Сейчас облодку порвется. А я что делаю? Так, намотай на рукавицу. Опа, тихо, тихо. Нормально. Возле того крючка порвал. Все. Возле крючка? Да, где вот узел идет. Ага. А говорю, крючок еще торчит, и вот там порвался. Ну, нормально, главное, сам не упал. Сейчас перевяжемся, и будет у нас короткий продольник тогда. А что там один, наверное, оставался все-таки? Наверное. Один груз. А тут даже не груз, а кирпичи. 1,5 кирпича было. Вот, спасли продольник. Первый раз веревка была короткая, добавил веревку. Буквально с первого раза, да, поймали? Да. Ну, вчера отметили на то место, вот бутылку закинули. А продольник-то хороший был, да? Ну, да. О, кто там дергает? Да, налимчик. Налимяка. Так что на это же место и кинем. Вот какой налимяка. Повезло тебе, Налим. А прикинь, мы продольник не нашли, так бы и болтался. Крючок хороший, пусть болтается. Да, конечно. Пусть болтается. Так что еще поплавай, друг. Приманивай. Закрутил-то, правда, немного. Ну, уже хорошо, хоть продольник нашли. Что такое упало с неба? А? Ржавчина какая-то. С неба? Да. Пульс и такой этот. На куски рассыпалась ржавая такая херня. Космический мусор. Не знаю. С неба. Реально ты думал? Может, кто-то какнул в самолете. О, засыпало тоже. Так тут он даже этот груз сегодня засыпал. А идет вот этот свал, идет песка. Наверное. Херачит, блин. Не, кто-то даже дергает, опять маленький налимчик. А, это какой анекдот? А, это я знаю. Это опять тест на алкоголь. Ты знаешь анекдот? Нет. Ну, короче, блондинка едет за рулем, гаишник останавливает ее, говорит: ваши документы. А это что такое? Ну как, не знаете, что такое? Ваши права. Ну, блин. А, это такая вот карточка, там фотография еще в углу, да, вот это, да? Да, да, это. Так, понятно. Страховка ваша. А это что такое? Ну, это большой лист без фотографии такой. А, ну, вдруг звонок. Раз сотовый берет. Алло. Там, допустим, Вася. Вась, блондинку за рулем остановил? Ну да, как раз это, осматриваю документы, все. Снимай штаны. Ты что, дурак, что ли? Я ж тебе говорю, снимай штаны, не пожалеешь.
снимает штаны. А это я уже знаю. Это опять тест на алкоголь. Вот так вот. Вот такой вот у нас налимчик тут. Пацанчик. Поплавай, друг. Кричи громко-громко. Ко мне, дядьки, детки, бабки. Может быть, кого-нибудь да позовешь. Позови его с собой. А, крючок. А что ты зачем их собираешь? Хочешь? Да? Пошел нижний участок. Пошел. Вчера нижний участок дал нам одного налима, да? Посмотрим, что он даст нам сегодня. Вроде на первом был, да? Нет? Не помнишь? На втором? На втором, по-моему. Куда яздился, блин? Вот у меня в чем вопрос, блин. Язди как грязи было. Так, а что это снизу? Опять засыпало, что ли? Или там налим лежит? Наверное, Если это налим, то это действительно будет как тунец, блин. Нет, засыпало, наверное. Я аж пристал от удивления, блин. пустые пошли. И там вот что-то налимчик маленький болтается. И крючки пустые, но не понял, ничего не понял. Блин, сегодня без поджопника вся жопа сырая уже. И снег опять пошел. Господи, как ты сегодня? Сегодня-то нормально, вчера достал. Вчера здесь налим был, да? По-моему, да, я уже не помню. То ли тут, то ли на третьем, я вот точно не могу сказать. Я помню, что было темно. Нет, эти два-то еще вроде не совсем темно было. Да, значит, вот здесь я был налим. Потом он там что-то закрутил, мы распутывали, стемнело вообще. Да. Но здесь натяжки нету, значит, навряд ли что-то здесь будет. Куда-то унесло. А нет, есть налимчик. Дай сачок. Вот он. Блин. Килограммовик где-то, наверное. На, разбирайся, пока я вытяну до конца. Или сможешь, нет, отцепить? Или как заглотил? Так, ну-ка дай-ка тогда, вроде глубоко. Полдня его ковырять. Тихо. Ни хрена себе он толстый кабан. Если бы делать тыч, то тогда Да, тогда было хорошо. Они нам нужны живыми. Видно, нет? Как мы с ними раз через жабры. Вот до пищевода. Самое главное, я боюсь, когда вот обратно делаешь, если он дернется, может попасть крючком прямо это черный налим речной. Так, сегодня это тоже третий, да? Да. Вчера 3, сегодня 3. Уже хорошо. Уже просто замечательно. Так, что, третий, да? Здесь, да. Опа, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Прямо в руку. Так. Не понял юмора. Опять засыпало, что ли? Камень засыпало, не будет. Пусто. Почему здесь засыпает? Тут, блин, вроде песок. Маленький налимчик. Или что-то непонятно. Ниже чуть-чуть сплавишь. Я ниже его сплавлю сейчас потом. Ну что, удочка в клеточку. Не всегда тоже работает. В общем, решили мы завязать с этим делом, потому что скоро ожидаются морозы. И чтобы не мучиться потом во льду, рвать эти удочки. В общем, мы их подняли. Вот такой небольшой улов. 4-5 где-то окуней, плотвичка, пару подъязков, щучка. Это на 4 сети. Это улов за 2 дня, это ни о чем вообще. Все, короче, все подняли, все убрали. За 3 дня. Сезон удочек закрыт.
Сегодня на час раньше сели, чем вчера. 5 минут 6, да. А на улице уже час как темно. Во сколько? 4 уже темнеет, да? Не, в 4-то еще не темнеет. Нет, но тут вот в лесу уже темно На получается. Подлеске, да. На речке-то еще видно, а Подлеске, да. Ужинать сегодня, друзья, сели на пораньше на целый час. Ну, ужин у нас, в принципе, самый босяцкий простой ужин. Макароны с мясом, консерва с язя, сделана в автоклаве, вот сам делаю самодельная. Немного рыбацкого, хлеб, морс. Все. Все просто, все быстро, все сытно, все культурно, все вкусно, самое главное. Чем запомнился сегодняшний день? Ну, налима мы поймали. 3 налима, да? Один ушел. Да. Один ушел. Видели гусей. Даже попытались подкрасться. Они посмеялись и улетели. Погонялся за рябчиками. Это, правда, не снято, но было дело. Подняли наши удочки в клеточку, потому что, я не знаю по какой причине, но рыба вообще не идет, рыба вообще не ходит. Поговорили с одними, с другими, с третьими, везде пусто. 5-6 удочек, 1-2 рыбки. Это не рыбалка, это фигня полная получается. Подняли, потому что, возможно, ударят морозы, и чтобы потом не рвать удочки об лед, мы их подняли. В принципе, немного, там что там, ну, пару щучек, там несколько окуней, вы сами, да, видели там. 7 окуней. Ни о чем это ни о чем. Вся надежда, вот, живцы, да, малек, был бы живец покрупнее, ёрш или голян, была бы надежда. Все крупные налимы попали на мелких налимчиков. А так, день пролетел, вроде проснулись, по темноте выехали на уток, бац-бац, уже надо заходить, уже опять темно. Вообще, день проходит на раз-два быстро. Ну и что, самое приятное, это ужин в избе. А его проводить мы умеем, поверьте. Так, виноват, дурак, исправлюсь. Опять забыл про вас. Ну, вспомнил. Чарочку рыбацкого нам еще никто не запрещал. Это вам, друзья. Так, ну что, будьте здоровы, живите богато. Приятного аппетита, присаживайтесь. Скажи, завтра домой, как ты говорил. Да, завтра выезжаем домой. Завтра Валентина Васильевна, моей супруги, день рождения. И в этот день надо быть дома. Рыбалка рыбалкой, охота охотой. Ну, семья прежде всего. Вот, Сань, пробуй консервы. С язя. Кто-то говорил, что вы сделаете с язя. У меня уже было не один ролик, что я делаю с язя. Вот одно из блюд это консервы с язя. Изготовлены. Я не помню. Я их делал, наверное, раза 2-3, наверное, уже делал. По 15 банок. Хранятся, ну, хоть год, хоть два. Но консервы, хоть они, мне кажется, вечно хранятся, если не... Ну, если правильно ингредиенты. И главное, чтобы воздух не попал, да. Косточки все прожевываются. Растительное масло, ложка, 2 горошинки перца, пол лаврового листа. Написано 1, но я не люблю слишком кислое, и вот половинку. Соль. С магазинскими консервами. Соль, говорю. Ну, соль, да, там получается чайная ложка соли. Я не стал вот каждую ложку там по граммам. Я высчитал, сколько надо на 15 банок, скажем, 60 грамм. И 3 столовые ложки такие. Просто в рыбу раз, нарезанную рыбу уже когда. Все это перемешал вот это все ровненько. И все, потом в банке разложил, закрутил чпок. 60 минут и готовы консервы. Четко, быстро все. И удобно. Единственное, что неудобно, это банки закаточные, это, которые закручивает это. Вот эти, да, вот поел, скажем, не доел, закрутил. Ну да. Это твистов. Закрутил все, в рюкзак кинул опять, у тебя это. А то надо или доедать, или пластиковую крышку, но не то. Один-то пол-литра не съешь за раз. Это 100% не съешь. Вот банка на двоих, это куда бы ни шло, а одному просто нереально.
Я вот уже задумываюсь, как бы купить вот эти банки из-под икры-то, которые бывают. Ну. 250 грамм. Вот такие маленькие консервы делать, чтобы Ну, на раз. Открыл, съел. И легче, скажем, на день идешь, не надо пол-литровую Ну, банку да. в рюкзаке, а 250 грамм. Там, когда на дальняк идешь, там каждый грамм. Через каждый килограмм, километр он становится не 200 грамм, а уже 300 грамм. Кашель же. Потом как быть? Я говорю, вот ловишь сейчас налима на продольнике, руки мерзнут, сам мерзнешь, как бы холодно. Зимой вроде бы минус 15, минус 20, руки так не мерзнут. Потому что ты проверил, насадил, отпустил, руки насухо вытер, одел рукавицы, ты долбишь лунку. За это время ты успеваешь согреваться. А тут у тебя руки не успевают высыхать, сырые, это холодная вода. А сейчас, если пойдет еще ветер, допустим, или, не дай бог, снег, или еще минус 1 будет, или 2, труба, руки окоченеют сразу. Руки надо подлечить, мне налево всего искусали, блин. Тут уж возьму, так, блин, крепко так сжимаю. Но. Да. Проще простого, вот Костя тоже всегда палкой бац по башке, он открывает, ну, после этого налим умирает. А нам его надо домой привезти живым. Самое вкусное налим, это когда он Свежий. свежий, да, вот живую рыбу вот привез сразу, и все, это самое вкусное. А если он полежал в морозильнике, или тем более подсолить его и потом приготовить, это уже, к сожалению, не то. Так что как-то вот так. Так что не болейте, друзья, будьте здоровы, живите богато. Сам-то не чухнулся. Всё будет. А? Сам-то не чухнулся. Сам как-нибудь. Будем. Всем доброго здоровья. Будем. Ну, Поехали. давай. Попробую. А что, в прошлый раз не пробовал? Не удалось почему-то. Видимо, не до рыбы была. А так вообще рыбный консерв ешь? Магазинская. Скажем, на рыбалке, там на охоте. Или давно уже? Как женился, не ешь, да? Ну, не то, что женился, ну как. Я, наверное, суп только из консервов ел. А, с рыбных консервов суп, да? А с рыбами уже давно не ел. Ну, в детстве-то его возле костра по-любому, наверное, точили. На рыбалку 7 лет, ты сам говоришь, ходили, там, наверное, без рыбных консерв не обходилось, да? А где ты их было возьмешь? В магазине? Не шиша. Ничего ты было не возьмешь. Или ухорили, не? Или еще и возле костра жарили. Что мы навалили? С дома брали там что-нибудь. Чай попить там, да и все. А, печенежка и сало кусок. А с ночевкой когда? Без ночевки ходил? И одним чаем. Да. Я там что-то кусман, сало, допустим, что-то брал такое. Тоже один, помню, ходил. Чай, хлеб с маслом. Ну, будь тогда Ваимикс этот раньше же был, который. Ваймикс. Ну. Да. Все. Хлеба, пачку масла, заварку, сахар, котелок, кружка, ложка. Первый искусственный маргарин, наверное, Ваймикс, вот этот, бегущая корова. Дядька до сих пор его ест. Ну, так-то прикольно, привыкали. Поначалу он казался какой-то такой, к языку прилипает, постный такой, ну, со сливочным-то не сравнить маслом. А когда все закончилось, полки магазинов опустили, и появилась эта бешеная корова, бегущая, блин. Ничего, мазали, ели. Игру дядька до сих пор хавал. Помню, батя еще как-то давали в совхозе масло какое-то. Президент, вот, помнил. Да. Было Президент, такое, помнишь, да? И колбасу золотой теленок. Я колбасу не помню, масло это хорошо помню. Упаковка такая была. Ну, вместо зарплаты давали, да? Говорю, колбасу золотой теленок и масло президент. А это вся зарплата. Да. Так я сам на Перволбазе работал, когда в охране. Зарплату не давали. Привезли муку. Я. Хлоп, мешок. Я говорю, ну надо попробовать. Приехал домой. Я говорю, мам, вот так и так. Говорю, дали мешок муки.
давай попробуем. Но там не с каждой муки же вкусный хлеб получался. С некоторых на следующий день уже он просто прокисал. Говно была мука. Ну, старая мука просто была. Мать испекла 3 булки хлеба. У нас 3 форма была. Раз, два, три. Блин, он так поднялся. Такая вкуснотища. Мать говорит, бери в счет зарплаты еще мешка 2-3, типа. Ну, мы каждый день же пекли. Я приезжаю на склад и говорю, мне еще мешка 3. Поздняк уже, все, говорит, раздали. А давали ведь, бери сколько хочешь. Я просто думаю, наберу много. Если плохая, куда Да, девать будет? хотя у нас скотина была, можно было и кормить и мукой, и также скотине хлеб печь. Мукой кто скотину? Ну, хлебом, Ну, какая хлеба, разница? да. Ну, Хлеб испечь, потом скотине да, кормить, да, какая да, разница? да, да. Просто заморачиваться лишний раз надо было. Я говорю, и не взял. И вот такая мука, вот не помню, как это было, ну, шикарная вообще, четко, блин. Мать потом ее чисто для булочек оставила, высший сорт. Тушняк давали, я помню. Откроешь банку тушенки, если на сковородку кинул Давай, и, привет ей. и растопил, допустим, одно масло осталось, там все, как вода. Так, как я вам обещал, друзья, пару приветов. Комментарий этот был к ролику 3 канала на Печоре, первая часть, встреча гостей. Смотрите, сколько времени прошло уже, с августа месяца. Я только вот передаю привет. Меня спрашивал Сунгат КЗ7СК, Казахстан, короче. Геннадий, почему вы в блогах Казахстану не передаете привет? Вас много казахов смотрят. Так что я ответил, передам при случае. Так что вот этот случай наступил. Казахстану пламенный привет. Я знаю, что много ребят смотрят мои ролики, оставляют комментарии. Привет, и не получается иногда передать. Но сейчас вот самый подходящий момент, так что пламенный привет, друзья. Поехали дальше. Михаил Михайлович Мэ, вот опять. Перевод был от Михаила Михайловича. Огромное спасибо. Алексей Америка Леша. Привет с Украины, город Запорожье. Алексей, город Запорожье, Алексей. Гена, будешь проверять продольники? Помаши, передай нам с моим сыном Ефимом привет. Спасибо тебе за твои ролики, я смотрю и балдею. Ну, Алексей и Ефим, сын Алексея, не во время проверки продольников, а, как сказать, во время рыбалки на продольнике, уже в рыбацкой избе. Передаем с Коми Республики огромный привет. И еще Татьяна Карпекина спросила вопрос, а где Иван Григорьевич с пропеллером? Иван Григорьевич, кто не знает еще, скажу, в данный момент отдыхает в санатории с супругой, я уже говорил. 1 ноября вернется. Так что Алексей Америка Леша, интересный такой, это Алексей Америка Леша, главное. И город Запорожье, всем украинцам пламенный привет. Поехали дальше. И Серега Мурзакулов. Знаешь его, нет? Сергей Мурзакулов, это Русановский земляк через речку поселок. Геннадий, с прошедшим тебя. Всех благ тебе. Это 17 июля, с днем рождения, Коми Рыбак. Это поздравлял с днем рождения. Просьба, ты когда с Покчи вверх по Печоре с рыбалкой поднимаешься, сними берега Русанова. Мне очень будет приятно. Я ему ответил, спасибо, если поеду, засниму обязательно. Правда, сейчас очень мелко, вода на минимуме обычно. В общем, Серега, вверх по Печоре у меня в этот год так и не получилось съездить. Были планы съездить до острова Богомол, но ко мне сначала приехали одни гости, съездили мы вниз, потом вторые, третьи. Вверх у меня так и не получилось. Одна причина, да, это мелкая вода. А другая причина — отсутствие времени. Потом я поехал на север. Если как-нибудь поеду вверх, обязательно сниму берега Русанова. И вообще у меня в планах, не знаю, может... А? Где он живет? Ну, Серега, наверное, куда-то и переехал, получается. В планах, не знаю, получится, не получится, а сделать короткий обзор всех близлежащих деревень. То есть обзор села Покча, что, где, когда, ну я уже Покчу-то показывал. Обзор поселка Русаново, вот там я учился тоже 6 лет в школе-интернате, интернате жили. Обзор деревни Скаляп, скажем, да, вот уже мало людей, там 6 человек уже осталось. Обзор поселка Тимушбор, ну хотя бы вот это, ближних деревень, не знаю, до Мирного я уже 100 лет, но пару раз там был тоже Мирным.
Кодоч, вот Кодоча я сам никогда не был, допустим. Мне самому было бы интересно, конечно, сходить. А ты Шерляга, а ты допустим. а ты же в Мирный через Кодыч проезжаешь. Ну, проезжаю, но не заезжал на день. А, Скажем, те же Шерляги, Шерляга 1, Шерляга 2. Хотя бы вот эти... близлежащие. Да, ну мыло-то это, считай, оно... Соево. Соеву можно заехать, да. Гришестав, ну Гришестав-то уже видели, конечно. Ну да, там что там. Так что, Серега, огромный тебе привет. Буду проезжать, обязательно засниму и покажу. Всем русанцам пламенный привет. Так, тут даже не вижу я кто. А, вижу. Гена, привет. Извиняюсь, конечно, что не поздравил тебя вчера. Хочу тебе пожелать искреннего сибирского здоровья, кавказского долголетия, а также близких, кто тебя окружает. Ну и, конечно же, твои преданные подписчики. С уважением, семья Хусаиновых, Саша, маленький, Марина, Владик, Денис, ну и, конечно же, я. Это Александр Хусаинов с Ямала, мой друг. Мы общались уже не просто так вот в комментариях, а по связи телефонной, по WhatsApp вот так вот. Вместе сидели вот так за камерой, за чашечкой рыбацкого. Так что, Саня, я помню, что тебе обещал. Время будет, ну, как вот это будет распутье, когда уже не будет ни рыбалки, ни охоты, и еще не встанет лед. Вот будет такое времечко, я обязательно сделаю то, что я тебе обещал. Огромный привет Ямалу. Евгений Игоревич Ж. На бензин для поездков. Жаров Евгений. Спасибо огромное, Евгений Жаров. Бензин нужен. Вот мы катаемся сейчас вот тоже на лодке тудым-сюдым. Бензин уходит на лодке, на машине. Бензин он нужен всегда. Без бензина никуда. Огромное спасибо. Перевод от Роман Леонидович Ф. Спасибо за красивую рыбалку. Успехов. Комментарий. Спасибо, Роман Леонидович. Так, Сергей Ефимов. Так. Это мы тут личная переписка. Ага. Привет, Серега. Номер телефона оставил. Антон Джебенев. Гена, привет. Скажи мне, пожалуйста, свой сотовый. Передай привет моей жене Кате Решетковой. Катя Решеткова, огромный привет. Привет, Антон Джебенев. Привет, Сыктывкара. Сам раньше жил на, так это пишет, Дект 9. Кто это написал, сам знает. Но вы бы хотя бы в скобочках написали. Привет, Сыктывкара. Сам раньше жил на реке Печора, в селе Усть-Уса. Рыбалка там тоже отличная. Передайте привет всем тем, кто вас там смотрит. Усть-Уса. Всем северным моим собратьям огромный привет. Я знаю, что притоки Усы богаты рыбой. Не понаслышке я там был. Мед, пиво пил. По усам текло. И в рот попадало. Владимир Цеханович, Гена, привет, Енисея, с началом летней рыбалки. Видите, какие запоздалые комментарии. Меня Владимир Цеханович поздравлял с началом летней рыбалки, а мы уже заканчиваем эту летнюю рыбалку, скоро будет зимняя рыбалка. Привет, Володя. Так. Взнос на камеру Серега Токарчук. На камеру мы, к сожалению, так и не собрали. На собранные деньги я купил вот этот телефон. Этот телефон я купил с Алиэкспресса за 16 рублей. Так он на сайте стоил 23-27, вот так где-то. По дешевке купил, но пока работает, все четко. Мощный аккумулятор, хорошая камера. Без телефона тоже было никак. Камеру я хочу приобрести перед Новым годом. Надеюсь, все-таки там будет скидка в магазине GoPro. По крайней мере, когда я 2 года назад покупал Silver, 3 года назад, в 2018 году, там была хорошая скидка. Вот также сейчас дождусь скидку, потому что в свет вышла уже 10-я модель GoPro. Когда выходит новая модель, на старой модели там получается скидки. И хочу приобрести 9-ю модель GoPro. И по-любому надо будет, там хоть кредит, не кредит, я все равно куплю эту камеру. Так что спасибо всем друзьям, тем, кто помогал мне в сборе на камеру. Анна Минибаевна Б. Перевела денежный перевод тоже на камеру, спасибо. Виталий Анатольевич Г. На камеру, удачи. Спасибо. Вера Ивановна П. Вроде Прокофьева, если мне не изменяет память. Тоже денежный перевод.
Сергей Николаевич Е. Это вот как раз я вот говорил, Сергей Ефимов. Тоже переводил. Михаил Михайлович, конечно же. Всем огромное спасибо. Ну и все, пожалуй, на сегодня. Будем закругляться. Давайте, друзья. Давай, дружок, на пасашок. Давай за тех, за всех, за нас. Пусть будет всем нам хорошо. И в добрый час, и в добрый час. Действительно, пусть всем нам, всем вам будет хорошо. Чтобы не болели, это главное. Болеть это очень плохо. Это говорю, я уже болею, наверное, около 2 недель. Не так, чтобы пластом лежу, но я просто стараюсь держать бодрячком, потому что знаю, что ну я вообще, пока мне носят ноги, я лежать не буду. Я не люблю лежать вообще. Движение это жизнь, я люблю постоянно двигаться, и лежать это не мое. Может быть и надо было бы, конечно, отлежаться там, но не сезон, не сезон. Сейчас я вот, главное дождаться уток, чтобы был перелет, потому что утка летит день-два, а мы ждем ее уже неделю-две. И никак не дождемся. Но надеюсь, мы дождемся, что у нас все получится. И рано или поздно мы все-таки добудем нашу утку. Так что, друзья, за рыбалку, за охоту, за все хорошее. Дай Бог вам всем здоровья. Всем огромное спасибо, кто поддерживает. Будем. Будем. А завтра мы будем гулять. День рождения у Валентины Васильевны. Это будет завтра. Так что, до свидания, друзья. До встречи на канале Коми Рыбак. Она уже будет завтра. Всем пока.